Продолжаем выпуск. В селе Аршаново празднует новоселье молодой учитель хакасского языка. Квартиру педагогу подарили районные власти. О действенном способе привлечения в школу молодых специалистов репортаж Елены Крыловой. И кажется, что не школа это вовсе, по крайней мере не та, какой помнят ее выпускники даже недалекого прошлого. Здесь и интерактивная доска, и дети словно в дружеском кругу. Мы учимся переводить хакасские слова на русский, учить хакасские стихи. Мы еще читаем, учим хакасский, чтобы знать родной язык. Это урок хакасского языка в его обычном понимании, но Аршановская школа пошла дальше. Здесь появился первый в Алтайском районе языковой центр. Суть в том, что все желающие, и дети, и взрослые, могут прийти на занятия по изучению хакасского языка, истории и культуры. Такое стало возможным с появлением молодого преподавателя Екатерины Шевляковой. Мы привлекаем, стараемся, приглашаем. Все-таки здесь жители большая часть хакасского народа, поэтому мы хотим, чтобы все знали свой родной язык. Во время интервью Екатерина немного торопится. Все-таки сегодня в ее жизни особенный день. В 5 минутах ходьбы от школы у дома уже собрался импровизированный митинг. И повод по-настоящему радостный. Приобретена квартира для молодого специалиста. Ура! Здесь уже и не помнят, когда было такое, чтобы молодому специалисту вручали ключи от квартиры. Все это идея администрации Алтайского района. Екатерина дом присмотрела сама, чтобы был просторный и уютный для большой семьи. Двое ее сыновей сейчас в садике, а супруг защищает родину в рядах вооруженных сил России. Получается, пока он на страже нашего общего счастливого будущего, о будущем его семьи здесь заботятся районные власти. Где ты жила до этого? Ну, в аренде здесь. А вообще где жила? В Абакане? Ну да. В новом доме 3 большие комнаты, просторная прихожая и все удобства. Я очень счастлива. Очень хороший дом. Большой, уютный, теплый, самое главное. Для каждого человека что самое главное? Самое главное – семья и дом. Вот в любой профессии это вообще для человека самое главное. И поэтому, чем можно еще заманивать специалистов? Заработная плата, понятно. Она что у нас, что в Абакане, что в Черногорске, что в Усть-Абакане. Только жильем. Только жильем, поддержкой и, кстати, очень добрым отношением, потому что я очень люблю педагогов. Я очень много для них делаю. В этом году Алтайский район из своего бюджета выделил 10 миллионов рублей на покупку жилья педагогам. На эти средства можно выбрать 5-6 квартир в разных поселках. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.